вступление. И сама я вам расскажу, на что обратить внимание, как поступить на бюджет, сколько у нас есть бюджетных мест. И мы сегодня по всем этим вопросам пройдемся более детально. Меня зовут Илюшина Наталья Степановна, я начальник управления рекрутинга и карьерного развития, и сегодня эту встречу я проведу с вами. А сейчас я предоставляю слово ректору Башкирского государственного педагогического университета Салавату Талгатовичу Сагитову. Доброго времени суток вам, дорогие абитуриенты, и вашим родителям. Сегодня заключительный день очередного этапа открытых дверей Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. 2 недели на факультетах и институтах нашего университета мы знакомили ребят в очном режиме с тем, что изучает в нашем университете, как это происходит и какие для этого есть условия. Впереди очень горячая пора. Впереди у ребят ЕГЭ, впереди у ребят серьезные испытания, и мы хотим, чтобы вы их успешно прошли. Ну а 1700 бюджетных мест, которые есть в нашем университете, ждут своих счастливых обладателей. Не только традиционные педагогические специальности, но и многие другие – инженеры, дизайнеры, генетики и другие представители самых нужных профессий будут получать свое знание здесь, в стенах нашего Акмуллинского университета. Я желаю вам доброго пути, я желаю вам более тщательно познакомиться с деятельностью нашего университета и выбрать то, что ляжет вам на душу, то, что ближе вам по сердцу. Добро пожаловать в Акмуллинский университет! Дорогие абитуриенты, у вас буквально осталось совсем немного времени, чтобы определиться окончательно с университетом. И сегодня я постараюсь вам помочь в этом. Я подготовила для вас информацию, которая вам будет очень полезна в период поступления. Можно запустить презентацию? Всем привет! Меня зовут Катя, и я являюсь руководителем креативного центра Для начала я, конечно, хотела бы осветить те проекты крупные, которыми наш университет гордится. В первую очередь, конечно, мы являемся в стенах нашего факультета студенты могут получить высшее образование и стать специалистами в области биологии, биоэкологии, генетики, химии и географии, охраны труда и туризма. Благодаря нашим крутым преподавателям студенты занимаются исследовательской деятельностью, принимают участие в международных и российских олимпиадах. Огромным плюсом нашего факультета является большое количество бюджетных мест. Наш факультет сотрудничает с вузами других стран, таких как Чехия, Китай, США. Традициях, которые приняты. В общем, на нашем факультете есть все для интересной учебы и насыщенной жизни. Наши студенты активно занимаются спортивной деятельностью, являются участниками профессиональных творческих коллективов. Ну а наши выпускники – желанные специалисты не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами. Приходи, естественно-географический ждет именно тебя. Которые вы можете получить. И также, конечно, когда вы завершите уже обучение по бакалавриату, вы сможете пойти в магистратуру, а далее уже в аспирантуру и стать научным деятелем. У нас достаточно крупный университет, 12 корпусов у нас, 7 общежитий, 2 бассейна, свой спортивно-оздоровительный комплекс и большое множество различных коллективов и возможностей для раскрытия своего творческого потенциала. Ну и, конечно же, наши выпускники востребованы. У нас доля трудоустройства доходит по многим специальностям 80%. И, конечно, сфера образования, для которой мы готовим кадры, очень быстро разбирает наших специалистов, которые выпускаются. Структура нашего университета, это у нас есть свой колледж, в первую очередь хотела бы обратить внимание, и 9 факультетов и институтов. У нас так удачно сложилось, что практически все профессии, которые востребованы на сегодняшний день, представлены в университете, и можно их получить. Также я хотела бы показать вот этот топ-10 профессий, которые мы в этом году впервые открываем набор, поэтому приглашаем с ними ознакомиться поближе. В первую очередь это устойчивое развитие экосистем, называется программа, вы будете биологом. Также есть инженерное направление, это прикладная информатика в здравоохранении и наноэлектроника микроструктур. Это такие 2 инженерных новых направления. Также открываем в этом году подготовку референта-аналитика. Есть одно новое интересное направление, связанное с психолого-педагогической подготовкой. Это психологическое консультирование, медиация в социальной сфере. По квалификации будете педагогом-психологом. Также есть программа образовательная, которая готовит документоведов. Это правовое документационное обеспечение управления.
Открыли также одну новую программу «Физкультурно-спортивная деятельность». Здесь вы будете работать в качестве тренера в будущем. И совершенно новые 3 программы педагогические. Это вы по квалификации, как вот... Вы будете учителем обществознания и английского языка. Это уникальные программы, двухпрофильные, на которых вы учитесь 5 лет, но получаете возможность работать по 2 направлениям. И тоже вот уникальный наш проект, который готовит воспитателей и учителей начальных классов со знанием родного башкирского языка. Также обучение 5 лет и 2 профессии вы можете получить. Ну и конкретно то, что касаемо правил приема, которые будут действовать в этом году. Я подготовила выступление в таком формате, как поступить на бюджет. Это самый частый вопрос, который мне задают. И я вам дам 10 советов, которые в этом вам помогут. В первую очередь, мой совет называется «Разведка». Очень часто абитуриенты путаются, где искать информацию точную, где можно спросить вопрос так, чтобы на него точно, корректно ответили. И здесь мой вам совет. Изучайте только официальные источники. Всю информацию берите только с официального сайта университета. И у нас есть группа приемной комиссии в социальной сети ВКонтакте. Здесь вот я вам прям показала скрин, как она выглядит. На ней тоже указаны все наши официальные источники и контакты, где с нами можно связаться. Никакие другие источники, советы чужие не слушайте в этом году. Почему? Во-первых, те люди, которые поступали несколько лет назад, у них действовал другой порядок приема. Также в прошлом году мы принимали совершенно форс-мажорных таких ситуациях, когда правила приема менялись на ходу. И мы даже не знали, что будет завтра, как это все будет. Поэтому в этом году совершенно новый порядок приема, новые правила, очень много нововведений. Поэтому внимательно отнеситесь к этому совету и обращайтесь только к официальному сайту. Второй мой совет – это, конечно, вам необходимо будет подстраховаться. Обязательно не зацикливайтесь на одном направлении, на том, кем вы хотите быть, потому что и так вы себя ограничите и сократите свои шансы попасть на бюджет. У нас в университете по новому порядку действует правило, что можно параллельно подать на 5 направлений. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. В каждом направлении, по каждой специальности свой рейтинг. Возможно, если в какой-то популярной специальности вы будете в конце рейтинга находиться, а на какой-то менее популярной вы будете в числе в первых, например, в первые десятки. И тогда ваши шансы будут попасть именно во вторую специальность, и вы не упустите эту возможность. Третий мой совет, как бы он не был банальным, но вам необходимо готовиться к экзаменам. Потому что чем выше ваши баллы ЕГЭ, тем больше шансов попасть на бюджет. Потому что именно от этого зависит ваш рейтинг, ваше место в конкурсной ситуации. Поэтому не будет у вас шанса пересдать ЕГЭ в этом году. Если вы плохо напишете, то необходимо будет, конечно, ждать год. Поэтому обязательно готовьтесь к ЕГЭ, у вас еще есть время и шанс улучшить свои результаты. Я бы хотела здесь еще обратить внимание на то, что в каждом университете есть такое понятие «минимальные баллы ЕГЭ». Они разные, обратите на это внимание. По каждому предмету установлен порог, ниже которого мы не принимаем результаты экзаменов. Например, если у вас будет русский язык 39 баллов, то, в принципе, вам в наш университет, к сожалению, будет дорога закрыта, потому что не менее 40 баллов. Мы не сможем вас взять ни на коммерцию, ни на заочную форму обучения. Это как бы сразу вот обратите внимание. И, наверное, здесь тоже предупрежу, что у нас из-за того, что мы подчиняемся другому учредителю, у нас немножко отличаются минимальные баллы ЕГЭ от других университетов. На это обратите внимание. Следующее, что я еще хотела бы вам подсказать, обратите внимание на нашем сайте, когда вы будете смотреть, есть ли бюджетные места, есть такая интересная надпись. Когда указано 3 экзамена, и в каком-то из экзаменов будет еще предмет в скобочках. Это означает, что вы можете подать результаты ЕГЭ либо по одному предмету, либо по второму. Вот на данном примере у нас 3 экзамена: биология, математика, либо общество и русский язык. Русский язык является вообще обязательным для всех поступающих. Остальные мы предметы выбираем из соответствующего порядка. И вот нам теперь разрешили ставить на выбор один экзамен. Например, если вы сдали математику и обществознание, вы можете подать оба этих результата, и мы выберем сами тот результат, который наибольший.
либо вы сами выбираете сразу, где у вас больше результат. Такая возможность дает, конечно, больше шансов и возможностей при выборе профессии, специальности, потому что ваши возможности расширяются достаточно широко. И здесь вот видите, если вдруг вы не сдавали просто обществознание, не выбирали на тот момент, вы можете математику предоставить. И здесь бы я хотела обратить внимание, что в университет, если требуется сдать математику, то это только профильный уровень. Вот на это обратите внимание. И сразу обычно возникают вопросы, что делать, если не сдавали математику профиль. Есть специальности, на которые математика просто как экзамен не нужна. Здесь нужно изучить порядок приема, те специальности, тот перечень экзаменов, которые действуют у нас в университете. Если возникли вопросы, то лучше позвонить, мы вас проконсультируем. Следующий мой совет – это достижения. Здесь такая частая ошибка происходит у абитуриентов, что вы считаете, что все, что начиная с детского садика из ваших достижений, можно засчитать при поступлении в университет. Нет. Во-первых, что такое индивидуальное достижение? Это конкретный перечень тех документов, за которые университет может вам начислить дополнительные баллы. Но эта возможность тоже ограниченная. Максимум 10 баллов мы можем вам начислить. В нашем университете мы принимаем следующий вот перечень индивидуальных достижений на этот год. Каждый год этот перечень меняется, тоже обратите внимание. И начиная в этом году из новшеств, конечно, мы принимаем золотой знак отличия ГТО. Он дает 2 балла при поступлении. Впервые в этом году мы учитываем достижения в области физической культуры. Но, естественно, только на профильный факультет. Там в зависимости от уровня и масштабов ваших наград будет до 10 баллов начислено. Также, если вы являетесь отличником, у вас будет аттестат или диплом после колледжа с отличием, это дает вам 5 баллов при поступлении. Впервые в этом году мы учитываем волонтерскую деятельность, но там очень внимательно изучите требования. Там нужно набрать не менее 100 часов в год. И можно учитывать как бы успехи за волонтерскую деятельность за последние 4 года. А также, конечно, мы учитываем победителей всех олимпиад школьных, но только тех, которые входят в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. Поэтому внимательно посмотрите свои дипломы, награды, сертификаты, входят ли они в этот перечень. Также, конечно, мы ценим тех, кто участвовал, является призером-победителем Всероссийской олимпиады школьников. Те, кто отличились в заключительном этапе, они получают 10 баллов. Те, кто прошли удачный и успешный региональный этап, 5 баллов. Также хотела бы обратить внимание тоже вот на олимпиаду, которую Республика Башкортостан проводит. Это межрегиональная олимпиада школьников по башкирскому языку и литературе. Она дает при поступлении 10 баллов. И одна из традиционных олимпиад – это Обилимпикс, которая дает возможность абитуриентам с ОВЗ тоже получить дополнительные баллы. Следующий мой совет – это внимательность. В последние где-то неделю перед зачислением у абитуриентов обычно начинается такой сложный период в жизни, когда нужно очень внимательно следить за рейтингом. Так раз-таки, вот я вам сделала такой пример, это из нашего личного кабинета абитуриента, как он видит рейтинг. Здесь вы видите, все прозрачно. В этом году у нас не будет фамилий, имен и отчеств. Мы будем вас ранжировать по номеру СНИЛС. Это тоже нововведение. Обязательно, кто не знал, приготовьте в перечень документов этот документ. Как вы видите, здесь сразу все видно, какие баллы по ЕГЭ. Результаты ЕГЭ у нас подгружаются автоматически. В принципе, даже можно не приносить сертификаты. Само из федеральной базы оно подгружается. То, что вы подтвердили документально из индивидуальных достижений, тоже будет учитываться. И в этом году, обратите внимание, вот есть такая графа «Документы», копия у вас дана или оригинал. Про это я тоже еще конкретно, подробно расскажу. И вот в данной ситуации, как мы видим, рейтинг выстроен на специальность прикладная математика и физика. В число бюджетных мест здесь 19, но подало заявление уже 196 человек. Соответственно, примерно вот уже конкурс складывается, если учитывать, что все хотят именно поступить на эту специальность, уже 10 человек на место. Но здесь есть свои нюансы. Именно в последнюю неделю перед зачислением нужно обращать внимание, дано ли согласие на зачисление, вот я вам подчеркнула 2 вот эти галочки, и есть ли оригинал.
Зачисление происходит только по этим двум критериям. Если даже человек будет на первом месте, но у него не будет дано оригинала документов и не будет дано согласия на зачисление, мы просто не сможем его зачислить. Следующий мой совет – это особые льготы. Если вы имеете какие-то особые права, ими нужно пользоваться и не стесняться. Это нужно заранее узнать, подходите ли вы под свои льготы, какие документы нужно представить в приемную комиссию. У нас на всех специальностях, где есть бюджет, это по всей России так принято, выделяют 10% мест. Здесь имеют право участвовать, в первую очередь, вот кому это интересно, это лица с ОВЗ и сироты. Следующий мой совет, наверное, такой популярный в последнее время, это кадры под заказ. Есть такое понятие целевое обучение. Также от всех бюджетных специальностей мы выделяем от 10 до 20% всех мест на целевое обучение. Что вообще означает такое понятие квоток? Если есть слово квота, это означает, что люди, которые подают по особым каким-то правам, участвуют в отдельном конкурсе. Это означает, что у вас будет, например, конкурс не 10 человек на место, а, например, только 5 человек заявилось на 3 места, это примерно 2 человека на место. Соответственно, вы будете по рейтингу, меньше будет людей, участвующих в конкурсе, и больше шансов поступить. А теперь то, что касаемо целевого обучения. Что нужно будет предоставить в приемную комиссию, чтобы участвовать именно в этом конкурсе в отдельном, по специальным выделенным местам? В первую очередь вам нужно найти того, кто закажет вас как кадр для какой-то организации. Если говорить на примере педагогических специальностей, это обычно заказчиком выступает школа, это может быть отдел образования, это может быть администрация муниципалитета или города. Вам нужно будет между собой заключить договор. Нужно будет обязательно предусмотреть меры материальной поддержки от заказчика. Они, конечно, не очень большие бывают, но они должны быть. И в чем нюанс? В чем плюсы и минусы, возможно? Плюс в том, что когда вы поступаете на целевое обучение, вы являетесь таким же обычным бюджетным студентом. У вас будут все льготы и преимущества. У вас также будут и стипендии. Вы также будете иметь право проживать в общежитии. У вас будут те же самые какие-то бонусы, дополнительные виды материального поощрения, которыми пользуются все бюджетники. Но и плюсом у вас будут дополнительные какие-то меры от муниципалитета, либо от района, от школы. Это может быть материальная прям какая-то помощь, это может быть оплата, компенсация проезда, может быть оплата жилья, это может быть какие-то канцелярские товары вам выделяются в каком-то объеме. Здесь все зависит от того, какие возможности есть у заказчика. Ну и плюс, для некоторых бывает это спорный вопрос. После того, как вы завершите обучение по целевому договору, вы будете обязаны трудоустроиться к заказчику и там отработать 3 года. Никаких каких-то компенсаций за тот период там вам ни заказчик, ни работодатель за вас ничто никуда не платит. Но здесь такой нюанс. Если либо вы, либо ваш заказчик не исполняет условия договора о трудоустройстве, то там есть карательные санкции. Там достаточно строго, поэтому обратите на это внимание и выбирайте своего заказчика внимательно, действительно с учетом того, что вы будете учиться 4-5 лет, и потом нужно еще 3 года отработать. Будут ли у вашего заказчика на тот момент вакансии, это нужно очень внимательно смотреть. Также следующий мой совет – это обратите внимание на сроки. Есть 3 важные даты для вас. Первая – это дата завершения приема документов. На бюджет и вне бюджет они разные. Они также могут делиться по формам обучения. У вас в личном кабинете абитуриента, когда вы подадите к нам документы, будет личный кабинет абитуриента, где вы тоже увидите подсказку с датами. Также, конечно, мы вам будем напоминать про даты, чтобы вы не упустили что-то важное. Первая дата – это дата завершения приема документов. Если вы не успели подать документы в первую дату, например, на бюджет, то все, вы будете участвовать, имеете право участвовать только на конкурс по внебюджету. Вторая важная дата – это дата приема согласия на зачисление. Без вот этого согласия, даже если, как я уже говорила, даже если вы по рейтингу будете на первом месте, даже если у вас будет сдан оригинал, мы вас не сможем зачислить. И кто-то с наименьшим количеством баллов займет ваше место. Ну и третья важная дата, она уж такая радостная, это когда издается приказ о зачислении, когда вы себя увидели в приказе, в личном кабинете это тоже будет отражено, здесь уже можно праздновать и радоваться.
Здесь есть небольшое нововведение. Все раньше знали, что зачисление происходит в две так называемые волны. Вообще, как бы их было три. Всегда сначала зачисляются те абитуриенты, которые поступают по каким-то особым правам. Это вот, как я говорила, те, которые идут по квоте, это инвалиды, сироты, целевики. Следующее, в старом порядке было как раз-таки две волны. Оставшиеся места заполнялись в два этапа. Это было сначала первая часть зачислялась, и была возможность у абитуриентов еще сориентироваться, посмотреть, куда он хочет, и доложить документы именно туда, куда желания больше и лучше конкурсной ситуации. Поэтому был такой люфт по времени. В этом году этого нет. Сначала мы зачисляем всех квотников, и следующее сразу 100% оставшихся мест бюджетных будет закрываться во вторую дату, один этап. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, где у вас лежат документы, куда вы хотите, проверьте все лучше 10-100 раз, чтобы потом не было больно и грустно. Вот я вам сделала такую подсказку по датам. Конечно же, в первую очередь всех, наверное, больше интересует очная форма обучения. Если будут вопросы, я могу подсказать, когда будут сроки, какие по заочным и очно-заочным формам обучения. Здесь я хотела бы обратить внимание, что стартует наша приемная кампания 14 июня. Те, кто будут поступать в колледж, обратите внимание, они стартуют с 20 июня. В первую очередь, вот как я уже говорила, прием согласия на зачисление, видите, вот по квоте и по остальным бюджетным местам они разные, отличаются. И достаточно большой период времени вот между зачислением на бюджет и вне бюджет. Поэтому обратите на все вот эти сроки и нюансы свое внимание уже сейчас. И здесь я тоже хочу такую дать вам подсказку. У всех вузов сроки могут быть разные. Поэтому если вы подстраховываетесь и по другим образовательным организациям, обязательно вот за этим следите. Следующий, вот так раз-таки уже несколько раз прозвучал это слово «оригинал». В этом году, так как приемная кампания будет проходить в традиционном формате, зачисление будет по оригиналу. Как я уже говорила, обязательно проверяем, есть ли ваше согласие на зачисление. Это будет документ и галочка в личном кабинете. Здесь мы вас уже, когда вы будете регистрироваться, проконсультируем, что и как это выглядит, куда нужно поставить подпись, что нужно подгрузить в личный кабинет и как это сделать. И, конечно, нужно будет принести прямо в приемную комиссию оригинал документов. Здесь не переживайте, он никуда не денется, мы будем его хранить на протяжении вашего периода обучения, как зеницу ока. Следующий то, что я хотела вам сказать, во-первых, в этом году мы принимаем документы очно, то есть нужно прийти прямо к нам в приемную комиссию, она у нас будет традиционно во втором корпусе учебном. Это адрес город Уфа, улица Октябрьской революции, 3А, второй корпус. И сразу как зайдете, увидите всю навигацию, где что можно будет подать. Перечень документов немножко изменился. Здесь, как я уже тоже говорила, добавился такой документ, как СНИЛС. По нему теперь будет именно шифроваться абитуриент. Обязательно проверьте, есть ли ваши квоты, хотите ли вы на целевое обучение, есть ли у вас для этого все основания и документы, потому что потом, когда будет большой поток абитуриентов, вам будет сложно это все сделать, сроки будут ограничиваться, вы будете нервничать, и в итоге что-то можете забыть. Там будет важен каждый документ. И здесь вот тоже частый вопрос, который нам задают, нужна ли медицинская справка. Медицинская справка нужна только для тех специальностей, которые относятся к сфере образования. Это педагогические все направления. Если вы не знаете, как отличить педагогическое направление, то шифр этой специальности начинается с цифрок 244. Например, 44, 03, 01. Это будет бакалавриат, педагогическое образование, которое готовит специалиста с одним профилем. Ну, например, там может быть начальное образование. Это учитель начальных классов. Следующий, мой главный, наверное, совет – нельзя паниковать в период поступления. Очень часто здесь два вопроса возникают у абитуриентов. Во-первых, если нет ЕГЭ вообще, что делать? Здесь есть два пути. Либо вы записываетесь, до 1 февраля ежегодно происходит запись в отделах образования на сдачу ЕГЭ. Любой человек, кто не сдавал ЕГЭ, может это осуществить. Также, если вдруг вам не нравятся ваши результаты ЕГЭ, вы тоже можете их пересдать. Есть другой путь. В колледж можно поступить. Как мы знаем, в колледже идет зачисление по результатам среднего балла аттестата, то есть по вашему школьному аттестату.
И в колледже можно поступить на базе 9 классов, на базе 11 классов. Поэтому здесь не отчаивайтесь, посмотрите сразу обходные пути. Если вдруг что-то у вас не совпадает по перечню экзаменов, нужно уже сейчас посмотреть, куда вы можете поступить, куда вы на подстраховку будете подавать документы. И также часто вопрос. Некоторые абитуриенты, когда вот выбирали ЕГЭ, и вот уже выбрали, так сложилось, что выбрали всего лишь 2 ЕГЭ, третий по каким-то причинам либо оценили, что не справитесь, либо еще что-то, то изучите внимательно такой документ, он у нас называется «Количество мест». Там указано, какие ЕГЭ требуются. Есть часть, ну, не очень большой перечень специальностей, но есть около 10 специальностей, в которых как раз-таки нужно будет только 2 ЕГЭ, и третий экзамен вы будете сдавать у нас в университете. Он обычно либо творческой, либо какой-то профессиональной специфики. Ну, например, на физкультуру, когда поступают, сдают ОФП, это общая физическая подготовленность. Также на все творческие направления, связанные с рисованием, с пением, с танцами, тоже есть дополнительный экзамен. И также, наверное, кто вот хотел заниматься с детьми по коррекции речи, тут логопедические специальности, там тоже есть доп. Экзамен на проверку дикции и речи. Поэтому прежде чем отчаиваться и что-то делать необдуманно, посмотрите. Если вы сомневаетесь в своих ЕГЭ, позвоните нам, придите к нам, спросите, мы все подскажем. И те контакты, которые вот я уже говорила, официальные контакты, обратите внимание, здесь вот можно будет отсканировать наши ссылки на наш официальный сайт, на группу приемной комиссии. Здесь, если вы хотите прийти лично, у вас есть 2 варианта. Можно прийти к нам в приемную комиссию, это 2-й корпус, 100-й кабинет. Либо у нас, возможно, уже некоторые видели, возможно, некоторые были уже в гостях, открылся Центр профориентации 5К. Там тоже можно прийти в любое время, можно по записи заранее записаться на индивидуальную консультацию, прийти посмотреть. Можно посмотреть, какие ближайшие мероприятия есть на факультетах. У нас каждую неделю проходят университетские субботы, можно там тоже посмотреть и познакомиться с факультетами. И еще в будущем мы, скорее всего, тоже приведем несколько, если получится, очных мероприятий, но здесь нужно будет следить за анонсами на официальном сайте. Здесь вот то, что касаемо приемной комиссии, я завершаю. Я хотела бы еще раз напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы по поступлению, по правилам приема, по количеству бюджетных мест, их можно задавать. Я в конце нашей встречи на все вопросы постараюсь ответить. Если на все не получится ответить, мы обязательно... Извините, секундочку. Можно будет проконсультироваться индивидуально. Сейчас я предлагаю вам познакомиться с некоторыми нашими факультетами и посмотреть ролики, которые сделали наши студенты. Всем привет! Меня зовут Катя, и я являюсь руководителем креативного центра естественно-географического факультета. В стенах нашего факультета студенты могут получить высшее образование и стать специалистами в области биологии, биоэкологии, генетики, химии и географии, охраны труда и туризма. Благодаря нашим крутым преподавателям студенты занимаются исследовательской деятельностью, принимают участие в международных и российских олимпиадах. Огромным плюсом нашего факультета является большое количество бюджетных мест. Наш факультет сотрудничает с вузами других стран, таких как Чехия, Китай, США. Может, ты пишешь на экране. В общем, на нашем факультете есть все для интересной учебы и насыщенной жизни. Наши студенты активно занимаются спортивной деятельностью, являются участниками профессиональных творческих коллективов. Ну а наши выпускники – желанные специалисты не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами. Приходи, естественно-географический ждет именно тебя. Привет, друзья! Меня зовут Эделя. Меня Илья. И мы тебе расскажем про самый исторический факультет. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования был создан в 2020 году на базе 2 факультетов. Которые могут быть интересны и вам. Целых 7. Сейчас в институте действует 5 кафедр, на которых обучается около 700 студентов. Неучебная деятельность в институте включает в себя такие параметры, как спорт, студенческое самоуправление,
в художественную самодеятельность, студенческое самоуправление и науку. Наши студенты являются постоянными участниками различных конкурсов и мероприятий внутри университета, так и за границами республики и даже страны. Наш институт – это большой графский замок, где каждый студент смог найти занятия не только по душе, но и друзей. Все это смогло объединить студентов и преподавателей в одну большую и крепкую семью. Ну что, тебе уже нравится? Не упусти возможность познакомиться с нашим институтом поближе и сделать правильный выбор. Всем привет, меня зовут Лиза. Я Никита. И мы точно знаем, как классно учиться в Институте педагогики. Совсем недавно Институт педагогики расширился и стал самым большим институтом в университете, а это значит, что есть целый перечень специальностей, которые могут быть интересны и вам. Целых 7 кафедр осуществляют подготовку студентов, и мы точно знаем, что они делают это очень круто. Наши студенты становятся профессионалами не только в сферах дошкольного, начального, инклюзивного, социально-педагогического или хореографического, музыкально-хореографического образования, там вообще-то Лиза, но и универсалом в сфере управления, развитием и воспитанием в любых образовательных организациях. В Институте педагогики вас ждет множество замечательных программ. Лекционные, практические материалы преподаются крутыми учеными с мировым именем. Победы наших студентов на чемпионатах WorldSkills открывает дорогу на высокооплачиваемые должности. Но учеба в Институте педагогики – это не только про учебную деятельность. Это еще и большая студенческая семья со своими традициями и достижениями. Наши студенты всегда были самыми яркими активистами университета, потому что наша администрация всегда поддерживает и помогает нашим чисто по-братски, потому что руководство нашего института всегда поддерживает инициативы студентов. Так, мы ежегодно становимся обладателями гран-при во всевозможных творческих конкурсах и фестивалей. Участвуем в спортивных мероприятиях, а наши волонтеры помогают многим людям. Именно студенты Института педагогики ежегодно выигрывают гранты во всевозможных направлениях и реализуют самые крутые проекты. В общем, мы точно уверены, что поступая в Институт педагогики, вы делаете вклад в свое будущее. Вы приобретаете не только теоретические знания, но и несравнимый опыт. Ну, с чем надо сказать? Позвольте вам представить первого моего гостя в студии. Это председатель Объединенного совета обучающихся Анастасия Врублевская. Настя, ты вот буквально недавно стала занимать эту должность. Расскажи, пожалуйста, вот когда ты поступала, как вообще ты выбирала профессию, что повлияло на тебя? И думала ли ты, что когда-нибудь станешь возглавлять студенчество в нашем университете? На самом деле вопрос очень важный, интересный, но когда я поступала в университет, я не думала, что я буду преподавателем, я не думала, что я буду учиться именно в БГПУ. Когда я заканчивала школу и сдавала ЕГЭ, я думала, ну, как получится. Но как большинство абитуриентов, которые еще не знают, что хотят. И мне очень повезло. Мне очень повезло с выбором, потому что только в будущем потом я поняла, насколько правильный выбор я сделала и как я попала вот прям в точку. В школе я не была такой активной, я не занималась тем, чем занимаюсь сейчас. В данный момент я уже и председатель Объединенного совета, и член профсоюзного комитета. У меня даже есть на базе университета свой клуб, это клуб интеллектуальных игр, где я веду парламентские дебаты. То есть сейчас занимаюсь вообще всем, чем только можно. И за это я могу сказать спасибо только своему университету. То есть именно Акмолинский университет раскрыл во мне весь этот потенциал. Есть какая-то личность? Или это стихийно сложилось? На самом деле это складывалось отовсюду. В чем-то преподаватели помогали, в чем-то помогал департамент по воспитательной работе и молодежной политике, в чем-то помогали ребята из профсоюзного комитета, активисты, студенческий совет. То есть все по чуть-чуть в итоге сформировали меня такой, какая я сейчас есть. И я думаю, что это огромный вклад университета именно в ту личность, которой я стала сейчас. Есть у тебя любимые предметы? Любимыми моими предметами за это время стали психология, которой я в школе вообще не увлекалась никогда в жизни, но преподаватели с наших кафедр меня так поразили и заинтересовали. Вот. И я думаю, что это история. Ну, да, мы забыли, наверное, сказать, что Настя у нас студент Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Это такой один из крупнейших институтов, он новый, создан был на базе 2 более маленьких, теперь это такой большой, самый большой институт, который вот Настя как раз представляет. Есть какие-то вот знаковые мероприятия, которые тебе запомнились за всю твою историю вот студенчества? Вот ты на 3-м курсе, вот какое-то прям вау-мероприятие от нас?
Ну, вообще у нас на самом деле все мероприятия вау. Ну это да. В чем-то, да. Но я бы сказала, наверное, о мероприятиях, которые сыграли именно самую большую роль в том, каким студентом я стала сейчас. Огромное влияние на меня оказал адаптационный лагерь, который проходит каждый год для первокурсников уже в течение, если не ошибаюсь, 4 лет. Его организует студенческое объединение «Движение», и такой же лагерь будет у абитуриентов, у студентов, которые поступят в этом году. Он очень важный, потому что он помогает акклиматизироваться. То есть, когда мы приезжаем из дома, мы такие потерянные, от мамы, от папы оторванные, не знаем, куда нам идти, что нам делать. И ребята из движения вот реально помогают адаптироваться. Они показывают не только там по корпусам нас водили, показывали, где что находится, в каких аудиториях мы будем учиться, где мы будем кушать, где мы будем бегать. Все нам это показали. Но они еще и рассказали о других объединениях. И что самое важное было, и для меня, я думаю, для других студентов, они показали, что есть поддержка. Что нам всегда есть куда обратиться. И я этой возможностью пользовалась, я обращалась, и вот теперь я здесь. Такой достаточно долгий путь, интересный. Вот скажи, пожалуйста, ты вот сейчас возглавляешь актив, да? Какие есть возможности у студентов, да? Чем они могут воспользоваться? Может быть, какие-то там у вас есть там, планируете реформировать что-то интересное еще новое сделать для тех, кто к нам придет, чтобы им было интересно и комфортно здесь учиться? У нас сейчас уже функционирует более 30 студенческих объединений. Это различные спортивные клубы, интеллектуальные клубы, это объединение медиа. То есть у нас каждый студент может найти себе занятие по душе. Но даже если вы его не находите, вы можете открыть свой клуб. ВУЗ всегда поддерживает такие инициативы. Ты так и сделала, да? Да, я так и сделала в этом году, да. И начала продвигать у нас в университете парламентские дебаты. У нас ВУЗ очень активно все это спонсирует, поддерживает, и у нас очень много именно активных инициативных студентов, которые готовы кооперироваться, готовы создавать что-то новое. И, уже, как я сказала, сейчас, на данный момент, есть огромное количество объединений, то есть, я думаю, каждый, кто поступает, найдет здесь себе какое-то хобби, а возможно, если вы еще сейчас ничем не занимаетесь или не занимаетесь, не определились, что вам нравится в жизни, вам помогут это сделать, потому что у нас проходят такие мероприятия, как, например, ярмарка студенческих объединений, вот оно прошло недавно. Там мы представляли все свои объединения, рассказывали о них, представители рассказывали, как их найти, куда обращаться, чтобы вступить в это объединение, и кратко рассказывали, чем оно занимается. То есть у нас именно вот внеучебная деятельность в ВУЗе очень продвигается. Я очень часто общаюсь с другими вузами, то есть там также веду, например, какие-то курсы там, по дебатам других вузов. Я могу сказать, что наш университет, он в этом плане, наверное, в самом топе находится. Потому что у нас работает огромное количество объединений, у нас огромное количество инициативных и активных студентов, и мы постоянно в каком-то движении, постоянно происходят различные мероприятия. Как поощряете активных студентов? У нас есть разумеется, там мерч, раздатки. Вот даже сейчас я нахожусь в мерче правкома. Но также мы даем грамоты за все мероприятия. И уже на основании этих грамот студенты могут получать повышенную государственную академическую стипендию. Раскрой секрет, объемы, масштабы этих стипендий какие? Вообще, студенты, которые учатся, например, на отлично, и которые очень активны, инициативные, много где участвуют и получают эту повышенную стипендию, могут получать в месяц, порядка 13-15 тысяч. В принципе, прожиточный минимум по заработной плате. Как студент, который так живет, могу сказать, что это очень-очень даже хорошо, и хороший такой стимул для того, чтобы стараться еще больше. Да, неплохо. В наше время такого не было. Есть что-то возможно, ты уже 3-й курс, да, ты уже достаточно экватор, да, так прошла, уже знаешь свои ошибки, да, знаешь, что тебе, может быть, еще что-то в будущем хочется. Твои советы тем школьникам, которые сейчас нас смотрят и, возможно, не знают, что делать, возможно, в каком-то таком настроении неопределенности. Твой совет, подсказка какая-то им, что делать? Самое важное, что я поняла уже сейчас, учась на 3-м курсе, никогда не бойтесь пробовать. Никогда не бойтесь
ошибаться. То есть, если вы, например, не знаете, куда вам пойти, да, выбираете вуз, вот как я, например, выбираете по бюджетным местам, по доступности, чтобы уезжать домой, например, можно было. Это плохие советы. Нет, это я рассказываю свой опыт. Я другие давала. Я бы сказала ребятам, чтобы они не боялись этого, чтобы они не боялись именно пробовать, не боялись ошибаться и не боялись уже, когда поступаете в вуз, раскрывать свой потенциал. У нас есть различные мероприятия вроде студенческой осени, студенческой весны. У нас всегда проходят наборы в различные секции, кружки. Никогда не бойтесь пробовать, потому что, возможно, вы найдете здесь себя, возможно, вы раскроете таланты, о которых даже не подозревали, как у меня, например, и произошло. То есть в школе я никогда не занималась тем, чем занимаюсь сейчас. Никто тебе не говорил, что ты когда-то будешь коммуникативным лидером? Нет, вообще нет. В школе я только училась. Ну, очень приятно, что именно здесь, в университете, ты раскрылась как личность, и, наверное, свое будущее как-то планируешь тоже с университетом. Дальше ты куда хочешь пойти? Ну, дальше я планирую поступить в магистратуру, вот, скорее всего, также в нашем университете, а потом я думаю, что буду работать по специальности. Я никогда не думала, что буду учителем, вот никогда в своей жизни. Но понравилось. Да, но мне очень понравилось, да, и за это, конечно, спасибо именно преподавательскому составу, потому что так заинтересовать человека, который никогда не общался с детьми, я не знаю, сколько должно быть профессионализма и таланта, но это прям, это здорово. Большое спасибо тебе, Настя. Я думаю, если есть вопросы к ней, можно тоже будет задать, мы обязательно передадим. Она с вами свяжется, ответит, если надо встретиться. Ну а мы с вами продолжаем знакомство с нашими факультетами и смотрим следующие ролики. Всем привет! Я председатель студенческого совета Института физической культуры и здоровья человека. Меня зовут Лиана, и сейчас я вам расскажу о самом успешном и крутом институте нашего университета. Институт стал центром подготовки не только высококвалифицированных специалистов по физической культуре, спорту, безопасной жизнедеятельности, но и региональных управленцев МЧС и МВД. На спортивных аренах Республики Башкортостан и Российской Федерации наши студенты-спортсмены Института физической культуры и здоровья человека показывают отличные результаты, завоевывают только призовые места в различных видах спорта. В нашем институте есть 3 кафедры. Они возглавляются авторитетными специалистами в своей области. В настоящее время наш институт имеет спортивную базу лучшую в республике. В распоряжении у студентов находится лыжная база, легкоатлетический манеж, плавательный бассейн «Буревестник» и несколько спортивных залов. У нас даже есть свой СОК с плавательным бассейном, стрелковым тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческая жизнь разнообразна и интересна. Спартакиады, спортивно-массовые мероприятия, студенческая весна и фестивали спорта. А также ведется работа по секциям более чем по 25 видам спорта. Среди выпускников Института физической культуры много выдающихся спортсменов. Призеры Олимпийских игр и паралимпийские чемпионы. Чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы. Члены сборных команд Российской Федерации. Если ты мечтал стать чемпионом, то Институт физической культуры и здоровья человека ждет тебя. Всем привет, меня зовут Настя, и я студентка Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Звучит сложно, но не менее интересно. Институт готовит преподавателей математики, физики, информатики, а также инженеров, наноинженеров, программистов и многих других специалистов. В 2019 году при поддержке главы региона Радия Хабирова на базе института был создан научно-образовательный центр современных математических исследований. Это было так легко, а я так долго это говорила. На базе кафедры успешно функционируют лаборатории и научный центр института. Лаборатория дополнительной реальности позволяет создавать уникальный образовательный контент в режиме онлайн. IT-направление остается самым популярным. Количество вакансий растет, а наши выпускники самые востребованные в этой сфере. Создавай свое будущее вместе с нами. А, еще поздороваться же надо. Привет, приятель или девчонка. Меня зовут Есения, и я являюсь председателем студенческого совета Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Хочешь стать первоклассным переводчиком и межкультурным медиатором, окунуться в творческую жизнь вместе с самым крутым институтом, научиться разговаривать на английском, немецком, французском, татарском языках, тогда тебе к нам. Наш институт дает возможность студентам пройти стажировки в России и за рубежом, а также принимать участие в научных конференциях и творческих мероприятиях. Ты сможешь стать послом русского языка в мире и принимать
Ага, опять принимать участие, там 2 раза принимать участие. Ты сможешь стать волонтером в международной молодежной программе «Послы русского языка в мире» и принять участие в различных масштабных мероприятиях. Если ты поступишь к нам, то сможешь пользоваться современным оборудованием, лингофонными кабинетами, компьютерными классами и огромными лекционными аудиториями. Если ты гость нашей столицы, то тебе всегда найдется место в нашем уютном общежитии. Присоединяйся к нашей дружной студенческой семье. Мы поможем тебе раскрыть свой творческий потенциал и стать классным специалистом. Следующий мой гость, тоже один из представителей лидерского такого движения университета, это Исенгильдин Вильдан. Он у нас начальник управления образовательных разработок, который занимается различными интересными проектами не только для студентов, но и для школьников. Вот, Вильдан, расскажи, пожалуйста, вот, что мы делаем для школьников, вот, где они могут у нас поучаствовать, как себя проявить, и вообще надо ли им это? Да, добрый день, уважаемые друзья, уважаемые абитуриенты, родители и все участники нашего прямого эфира. Я очень рад, что всегда в рамках «Дней открытых дверей» удается пообщаться с вами, удается рассказать вам те интересные инсайды, те интересные моменты, которые функционируют в нашем университете. И вот непосредственно отвечая на вопрос касаемо того, какие сегодня форматы, какие мероприятия внедряются в рамках работы со школьниками, то вот в рамках деятельности нашего управления я выделю 2 основных блока. Первый – это то направление, непосредственно которое является флагманским для нашего управления. Это проектная деятельность, это социальное проектирование, то есть это та история, когда мы с нашей командой, большой командой выстраиваем образовательный кейс, образовательный модуль для того, чтобы обучать как и студентов нашего университета, так и наших приглашенных целевые аудитории наши, да, это и школьники, это и учителя, это и другие различные люди, которые непосредственно приходят к нам для того, чтобы обучиться и понять, как же грамотно с учетом современных потребностей, реалий и тенденций оформлять свои проекты, упаковывать их грамотно и в дальнейшем транслировать в рамках участия в различных и грантовых, и негрантовых конкурсах. Потому что сегодня действительно проектирование, как один из таких векторов развития вот молодежных инициатив, которые у нас отражены даже в законе, который был принят в декабре прошлого года о молодежной политике, что вот реализация молодежных инициатив является одним из направлений реализации целой молодежной политики, и любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет, и вот непосредственно сегодня с нами, я так понимаю, есть и наши потенциальные абитуриенты, студенты, которые попадают под эту возрастную категорию. То есть, ребят, если непосредственно у вас есть идея, у вас есть некие мечты для того, чтобы осуществить то, что вы хотели бы сделать уже на практике, что-то интересное, возможно, образовательные программы, творческие инициативы, патриотические, спортивные и так далее, и так далее. То есть все непосредственно направления нашей жизни, нашего общества можно спокойно реализовывать в рамках реализации социальных проектов. Вот возник у меня как раз-таки вопрос. Вот приведи, пожалуйста, пример, вот, чтобы было понятно, да, вот социальный проект конкретно, может быть, какой-то вот недавно делали, чтобы наши абитуриенты понимали, что это такое, что там нужно сделать, куда нужно прийти, да, чтобы что-то там получить. Есть пример такой успешный? Примеров очень много. Но вот здесь самая главная мысль такова, чтобы вот в рамках реализации вот именно социального проектирования важно понимать, кем ты являешься. Ты либо руководитель и автор проекта, или находишься в команде, да, когда ты уже непосредственно отвечаешь за всю реализацию. Как организатор. То есть полный. абсолютно полная организация, вся подноготная, кухня и так далее. Либо ты потребитель. Наиболее часто вот непосредственно частая история, когда человек просто приходит на мероприятие от мероприятия к мероприятию. Возможно, это хорошо, да. Здесь вот главный месседж, ребята, вам, наши будущие студенты, то, что мы хотим донести до вас и для наших студентов, ту историю, когда мы хотим научить вас вот этим кейсам,
благодаря которому вы поймете и примерите на себя все абсолютно роли, которые могут быть в этом мире, начиная от маркетолога, менеджера, бухгалтера, СММщика и так далее, и так далее. Все этот комплекс дает непосредственно те скиллы, которые сегодня востребованы в рамках рынка труда. А что касается примеров конкретных, да, то здесь вот выделю то, что наиболее популярным является вот именно образовательные форматы, когда молодой человек говорит: мне не хватает тех знаний, которые я получаю либо в школе, либо в университете, потому что есть профильное обучение, да, а есть те направления, которые могут быть интересны. Например, там что-то связанное с SMM-менеджментом, с IT-направлениями, с волонтерской деятельностью, со спортом и так далее. И вот классический формат любого социального проекта – это образовательный форум, академия, фестиваль и так далее, когда в количестве 3-5 дней осуществляется погружение, происходит обучение благодаря приглашенным спикерам и лекторам, и по итогам человек получает некую такую сертификацию, которая подтверждает его компетентность в рамках прохождения этого модуля. А вот кем, вот то, что говорили, бывают разные роли, да? Можно участвовать в проекте, можно быть его организатором. Вот у организаторов какие-то, наверное, есть больше плюсов, каких-то, возможно, финансовых, да, какие-то стимулирования. Там есть такое? Ну вот в рамках, если мы говорим о социальном проектировании для ребят с 14 до 35 лет, есть разные на самом деле модули. Если мы берем самый такой главный конкурс в нашей стране, который вот мы курируем также, это Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, это грантодателем которого является Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь. Это единственный в стране конкурс, когда молодой человек любой, оформляя заявку на специальном портале АИС «Молодежь России», дальше на грантовом модуле, может подать свой проект, оформив в соответствии с определенной формой. Просто сам может зарегистрироваться? Да, абсолютно. То есть любой школьник, даже 14-летний, были такие проекты, выигрывали. И может подать проект на реализацию своей идеи до 2,5 миллионов рублей. То есть это реально очень крутая возможность. И единственный, еще раз, коллеги, подчеркну, единственный конкурс для физических лиц, когда вот любой молодой человек оформил заявку, подал, ждет результатов. Это вы. Да, то есть любой человек, грубо говоря. И получает грантовые средства на свою банковскую карту просто по своим реквизитам, да, и уже... Тратить можно как хочешь? Нет, тратить можно только на те статьи расходов, которые непосредственно были заявлены в проекте. То есть, резюмируя вот этот блок, друзья, вот надеемся, что вот мы планируем в конце апреля, в начале мая провести региональный конкурс социальных проектов для школьников, которые мы с нашей командой вот сейчас на данный момент продумываем эту программу, как мы это будем делать в онлайн формате или очно, поэтому следите за нашими аккаунтами Акмолинского университета и на сайте, и в социальных сетях. Мы надеемся, что мы сможем вас прокачать, мы покажем вам, как это сделать, как это грамотно упаковывать совместно с экспертами регионального и федерального уровня. И по итогам мы надеемся, что у вас уже будут те проекты, с которыми вы можете уже в дальнейшем участвовать во всех конкурсах и реализовывать их у себя уже на местах. Здесь, наверное, стоит отметить, что помощь бесплатная, да? Абсолютно. Да, бесплатно, ничего конечно. не нужно, просто приходите, говорите, что хотите, приходите к Ильдану, и он вам помогает, подсказывает, и, возможно, у вас будет такая долгая история, когда вы один проект реализуете, развиваете и выходите уже, наверное, на всероссийский уровень. Да. Так, вот еще вот я знаю, что при вашем управлении есть такая интересная вещь. Играете вы там, да, со школьниками во что-то? Что за игры? Что это такое? Как к вам попасть? Это вот, коллеги, тоже такая интересная тема, когда вот в этом году мы задумались о том, что сегодня формат, классический формат, консервативный формат преподнесения какой-то информации, обучения и так далее, он претерпевает свои изменения, когда на переднюю позицию выходят и ТикТоки, и Инстаграмы, и другие источники, которые показывают, что быстрый кейс получения информации, нестандартный кейс получения информации требует также и от самого университета трансформации. И мы начинаем реализацию нашего такого тоже одного из
проектов как Центр игротехнологий. Основная суть этого проекта в целом заключается в том, чтобы транслировать новые знания в области игротехнологий и внедрять это все в образовательную практику. К примеру, есть у нас вот сейчас на данный момент порядка 20 вот таких игр, которые имеют свою специфику. То есть, вот, к примеру, просто приведу, да, вот то, ради чего мы собрались, по сути, является таким элементом профориентации. Мы показываем ребятам, что это такое. И наша игра, которая именуется как «Путь в будущее», направлена на то, чтобы показать школьнику, студенту и другим целевым аудиториям, кто вот связан с сферой образования, какие сегодня профессии востребованы и на рынке труда, а также показать вот жизненный путь человека, начиная от 4 до 60 лет, и благодаря там определенным жизненным ситуациям человек понимает, какие профессии важно выбирать, на какие направления своей жизни важно делать упор и так далее. Вот проходим сейчас апробацию в нескольких школах, мы надеемся, что вы уже, когда станете вот именно посетите нас очно, мы проведем для вас некую серию вот этих игр, когда и покажем вам, насколько это круто, насколько это интересно. И вот ждем вас в нашем Акмолинском университете уже вживую. Обязательно с вами поиграем, обязательно покажем, что это такое, и надеемся, что от этого будет определенный выхлоп как и для вас, так и для выбора вашего дальнейшей профессии, образования и так далее. А есть у тебя своя какая-то интересная история выбора профессии, когда ты вот поступал, да, определялся, что повлияло на тебя, что помогло выбрать профессию, что привело тебя вот к этой деятельности? Я понял вопрос. Я сам по образованию политолог, вот я сейчас на данный момент... Редкая профессия. Да, очень редко, особенно в нашей республике. Уже 6 лет я посвятил образованию, на данный момент продолжаю в аспирантуре учиться. Основной критерий выбора профессии, вот именно мой, который я сделал еще в 2014 году, да, он аргументировался, исходя из очень простой логики. То, что классическая история для мальчиков, для того еще времени, да, что мы хотим все быть юристами, мы хотим все быть политиками и так далее, и так далее. Я никогда не любил вот эти профессии как таковые, потому что понимал, что это стереотипное мышление, то, что, ну, и так таких много людей. Я подумал, что вот мне больше интересно изучать эти процессы, то есть насколько это все происходит, насколько тонкости, механики, фишки какие там существуют, и исходя из этого выбрал профессию, пал именно на это направление, политология. Не жалею вообще абсолютно, что поступил туда, закончил и продолжаю обучаться, потому что интересное поприще, множество возможностей как и публичного выступления, так и общения с органами государственной исполнительной власти. То есть возможностей колоссальное количество, благодаря вот именно пониманию того, насколько это важно, потому что компетенции менеджмента, управления, без них мы никуда, и это всегда будет востребовано. А к проектам школьным как пришел? Сам начал что-то делать, сам участвовал, либо где-то кто-то позвал? Это, на самом деле, тоже история очень долгая, потому что, да, кратко максимально. И школьные, в целом, назовем это молодежные проекты, потому что это вот основной блок, наш 14-35 лет, молодежь. Пришли к этому абсолютно тоже случайно, когда вот, а может и не случайно, потому что сегодня для молодежи большое количество различных площадок, как на региональном и на федеральном уровне, которые являются таким элементом нелинейного образования. Когда, понятно, есть школа, есть университет, но также есть другие площадки, которые являются такой зоной комфорта. Неформальное Абсолютно, да, это форумы, это фестивали, куда в формате там вот для начала просто потусить, например, ты просто выезжаешь, интересно, но бесплатно, тем более, да, много плюшек различных, и получаешь кейсы образовательные, знакомишься с людьми и так далее. И вот эта тема, когда на каждом вот из этих мероприятий был грантовый конкурс, когда, ну, была возможность реально деньги получать на то, что ты реально хочешь делать, пришло уже вот осознание того, что мы, как наша команда в целом, готовы уже браться не только за то, чтобы это реализовывать, а уже чтобы обучать этому, быть наставниками, менторами и так далее, и транслировать эти знания в массы. Ну и, наверное, в завершениях твои советы абитуриентам. На что им обратить внимание сейчас вот в этот период, когда еще вот ЕГЭ им только предстоит сдавать, да еще не знают, куда поступить, кем быть, возможно, вот этот вот тоже сложный этап. Что умного можешь подсказать? Сейчас вот
так уже флешбэк в свой 2014 год, когда сам стоял, был вот именно в роли абитуриента, выбирал университет, искал, какие направления могут быть и так далее. Я вот сейчас вот нынешнему поколению могу дать вот следующий совет. Ребят, вот как бы не было сейчас у вас вот эта история, что полное внимание, абсолютное внимание направлено к единому государственному экзамену, да, успешной ее сдачи и так далее, советую вам определяться с теми направлениями, которые действительно вам по душе, потому что без этого действительно очень тяжело, когда ты попадаешь в эту образовательную экосистему, да, учишься на протяжении 4-6 лет, но тебе это не нравится. Но действительно много возможностей и внутри университета, и в регионе, и в России, но так или иначе ваше основное позиционирование, ваша будущая профессия, которой вы с гордостью будете называть себя уже в дальнейшем, определяйте с этим сейчас. Как бы не было тяжело, как бы вы не говорили сначала ЕГЭ, а потом подумаем. Нет, важно понимать, что вот это вот ваше целеполагание, настойчивость и, безусловно, вера в себя помогут вам стать будущими специалистами. А наш Акмолинский университет всегда готов. Это вуз нелинейного образования, когда у нас есть и основной кейс профессии, а также куча, колоссальное количество возможностей того, что мы можем вам дать, и те скиллы, которые действительно вам помогут в этом быстро развивающемся, меняющемся мире. Большое спасибо, Вильдан. Я предлагаю посмотреть следующие ролики и продолжить наше знакомство с вузом. Всем привет! Меня зовут Саша. Меня зовут Динар. Мы студенты того самого колледжа Акмолинского университета, и сейчас мы вам расскажем, как у нас тут все устроено. Колледж Акмолинского университета – это многопрофильная образовательная организация, готовящая кадры среднего звена. На сегодняшний день в нашем колледже действует 13 специальностей, а выпускники колледжа имеют возможность поступить в университет без сдачи ЕГЭ. Одна из главных задач нашего колледжа – организация связь с организациями для того, чтобы наши студенты могли проходить стажировки. Также в колледже ведется подготовка учащихся по компетенциям движения WorldSkills. Такая подготовка дает учащимся практические навыки, востребованные работодателями во многих сферах. Наши ребята успешно работают в образовательных организациях, в учреждениях социальной сферы, культуры и науки. Ну что, вам понравилось? Погнали к нам! Сәлем, менің исемім Янбаева Альгира. Мен Башқұрт филология факультетінің 5-ші курс студенті. Факультет башкирской филологии является одной из главных кузнец национальных кадров. Крупницы нет, да? Факультет башкирской филологии является одним из главных кузнецей национальных кадров образовательных организаций республики и других регионов. Наши бакалавры поступают в магистратуру самых престижных российских и зарубежных вузов – Варшавского университета, МГУ имени Ломоносова и Высшей школы экономики. Факультет башкирской филологии – это одна большая дружная семья, где преподаватели – мастера своего дела с высоким и научным методическим багажом, где студенты, помогающие студентам реализовывать интеллектуальный потенциал, научно-исследовательские и культурно-творческие амбиции. Все, Башқұрт филология факультеті тик хине күтіп қала. Доброго времени суток! Меня зовут Екатерина, и я будущий психолог. Сейчас я вам немного расскажу про свой любимый факультет психологии. В настоящее время на факультете осуществляется несколько бакалаврских программ, а также есть единственный в университете специалитет. Для успешного обучения есть все необходимые условия: высококвалифицированные кадры, современное материально-техническое обеспечение. Студенческий бизнес-инкубатор «Арт-бизнес» помогает студентам создавать собственные бизнес-проекты. Факультет психологии сотрудничает с ведущими научными центрами страны, а также с образовательными учреждениями. В настоящее время факультет психологии Акмолинского университета является научно-методической базой... Нет, неправильно сказал. Является научно-методическим центром по организации психологической службы в Республике Башкортостан. Сделай правильный выбор, поступай на факультет психологии.
Нет, конечно, но погнали. Всем привет, меня зовут Настя, я студентка художественно-графического факультета. Все. Ну и следующий гость, он последний, но очень-очень интересный и полезный для наших школьников. Это Сафина Элина. Она руководитель школы безопасности, которая занимается, безопасностью не в том понимании, да, что сохранить свою жизнь, но в том числе и другие аспекты безопасности тоже она освещает. Элина, вот сейчас наши школьники, да, абитуриенты будущие в таком сложном на сложном пути, да, у них ЕГЭ, вот это вот все стресс, не знают, что делать, если знают, что делать, иногда не знают, как делать, к кому обратиться, что. Вот скажи, пожалуйста, каких-то 5 советов, да, вот что нужно делать, что не нужно делать абитуриентам вот в данный этап, как сдать ЕГЭ, не сойти с ума и выжить и пережить вот этот вот этап в жизни. Расскажи, пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле безопасность — это очень широкое понятие. Есть такое понятие, как физическая безопасность, но мы сейчас разговариваем в контексте психологической безопасности. И очень классный такой подход, как не сойти с ума, да, перед сдачей единых государственных экзаменов. И советов на самом деле очень много подходов, да, поэтому я ограничусь 5 советами. Как мама в первую очередь, потому что имела опыт, пережившая как раз, да, эту ситуацию. Первое — это организация своего рабочего места. Необходимо провести ревизию всего того, что находится на вашем рабочем столе, что окружает вас, дабы это вас не отвлекало. Очень часто... Вот так вот не должно быть, да? Нет, так-то может быть, да, но посторонних предметов, которые могли бы отвлечь ваше внимание от подготовки, конечно, необходимо лучше убрать подальше на какое-то время. То есть строго организовать свое рабочее место. Следующий очень важный такой совет — это правильно питаться. Когда мозг наш находится в ситуации стресса, у него есть 3 реакции. Это спасаться бегством, притвориться мертвым, либо агрессивно на что-то реагировать. Это в рестораны быстрого питания не ходим? Нет, конечно. Вот. И наш мозг, он может дать нам сигнал, что когда мы находимся в стрессе, значит, у нас есть какая-то опасность, надо убежать. А на голодный желудок, как вы знаете, бегать бывает намного проще, да? И мы бессознательно начинаем меньше есть. Кто-то вообще может отказываться от еды, да, вот в ситуации стресса. А мозгу обязательно нужно поступление белков, витаминов. И очень важно, чтобы эти вещества были натуральные, а не через витаминные комплексы поступали, да. Многие вот шоколад любят есть в период подготовки. Это стоит делать или не стоит? В принципе, да. Если какие объемы позволительны? Если это качественный шоколад, содержащий действительно порошок какао-бобов, то можно его употреблять. Но надо понимать, что после ЕГЭ жизнь наша продолжается, и набранные килограммы... Привычки могут остаться, килограммы могут остаться, и кариес, кстати, тоже остается с нами. Пока другие проблемы не будем разбирать. Вот. Но это большое поступление витамина В, который активизирует работу нашего мозга. Это мясо, бобовые, орехи. Кстати, я хотела бы еще сказать про перекусы. Перекусы нужны обязательно. А сколько раз? Оптимально? Оптимально, как вы почувствовали чувство голода, мы должны понимать, что мозг в ситуации стресса, он очень много потребляет энергии. Поэтому перекусы должны быть не фастфуд, да, перекус, а именно такой полезный, орешки, изюм, может быть, там какой-то батончик сырный, то есть вот что-то такое, да. Следующий совет, это 3-й, по-моему, по счету, третий. Это не надо кардинально менять свою жизнь и не надо кардинально менять свои привычки. То есть резко так вот в учебу, если не учились, не впадаем. Да. Опять возвращаемся к нашему мозгу, который может подумать, что стресс, давай-ка я отключусь вообще полностью, да, чтобы сохранить свою энергию. Да. Будет хуже, необходимо, конечно, соблюдать тайм-менеджмент, да, то есть определить для себя ежедневник, да, наверное, нужно ежедневник, чтобы это был. Но вот так кардинально менять, конечно, не стоит. То есть если вы гуляли раньше, да, там посещали какие-то там театры, концерты, и вдруг вы резко все это прекратили делать, да, перестали заниматься спортом, то... Здесь у меня вопрос возник. Да. Ребенок
говорит, что не буду сильно учиться, потому что вот так вот не привык, да, сильно уходить, что мозгу будет плохо, а родители говорят другое. Ну вот в этом-то и парадоксальная проблема, когда родители настаивают на полном поглощении ребенка в подготовку, а ребенок испытывает большой стресс. Надо понимать родителям, что необходимо ребенку дать возможность там, сходить потренироваться, сходить поговорить, пообщаться с друзьями. Это поможет ему пережить эту ситуацию. Зачастую ЕГЭ не могут сдать ребята, которые в стрессе находятся. То есть они все знают, да, но когда приходят на экзамен, их так сильно пугали, да, что вот эта ситуация, она ассоциируется организмом как ситуация такой очень стрессовой. Как на войне, можно сказать. Ну, такая, да, небольшая война. Следующий совет, четвертый. Так, у нас очень много различных тренажеров по подготовке к ЕГЭ. В интернете их можно найти. Это как раз тот случай, когда я рекомендую пользоваться интернетом. С пользой, когда да, с пользой. То есть, ну, можно рассчитать хронометраж, да, сколько вы тратите времени на то или иное задание. Ну, потому что действительно вот такая подготовка планомерная, начиная, можно сказать, с 6 класса, да, если вы постоянно, планомерно занимались подготовкой к тому или иному предмету. Ну, изучали хотя бы. Да, изучали, то никакого стресса здесь не будет. Да? А вот эти тренажеры, они, конечно же, вам помогут в этом. Ну и пятый такой лайфхак, это, конечно же, коммуникация с родителями. Вот да, как ее наладить и выстроить так, чтобы не было вот этих конфликтных ситуаций, лишнего стресса не добавляли. Ну вот мы понимаем все, что есть две стороны, даже три стороны. Да? Это ребенок, это педагогический состав и это родители, которые испытывают сильнейший стресс. Вот роль у каждого какая должна быть в идеале? А роль родителей — это поддержка, можно сказать, костыли, которые помогут ребенку справиться со стрессовой ситуацией. Это, конечно же, поддержка психологическая. И рекомендовала бы почаще обнимать своего ребенка. Подходить, просто говорить, что я тебя люблю, ты все знаешь, я знаю, что ты справишься. То есть верить в ребенка. Верить, это обязательно. А не постоянно говорить о том, что да ты не занимаешься, ты не сдашь этот экзамен. Да? Надо говорить, что все будет хорошо. Учитель — это навигатор. Он помогает определиться с теми технологиями, методиками, которые необходимы при подготовке. Даже помогает определить тип ребенка, да, тип репрезентативной ведущей системы, да, на какой больше упор делать. Так вот, переведи термин. Да, если он, например, тип восприятия материала, если он визуал, да, то дать картинки, да, там, диджитал тоже картинки, схемы. Если он аудиал, то подобрать, например, аудиоконтент, какие-то онлайн-учебники, да, это может быть. Ну, то есть подходить к каждому ребенку с учетом индивидуальности. Но я думаю, что это такой ориентир для подготовки наших будущих педагогов, которые не занимали бы позицию карателей, да, а занимали бы позицию навигаторов, которые помогали бы детям. Ну и ребенок, конечно же, тоже должен понимать настроение учителя, что он тоже в стрессе, настроение родителей, и вот, как сказать, объединять все эти три компонента. Есть фильм «Пятый элемент», и здесь три элемента успешной сдачи экзамена. Очень дельные советы, спасибо. Может быть, есть какой-то такой общий тоже совет, да, вот абитуриентам, ну, вот какое-то такое назидательное сопутствие. Ну, я хотела бы вам порекомендовать верить в себя. И еще скажу, я думаю, что это не секрет, это все прекрасно знают, что после ЕГЭ жизнь, она есть, она не заканчивается рамками экзамена. И если у вас что-то не получится, то есть различные варианты развития дальнейших событий. Я такой человек, который верит в знаки, верит в какие-то предназначения. Ну, если вы не поступили в этот раз, то можете поступить платно, во-первых, да, там вуз предоставляет, кстати, возможность тоже, да, как-то где-то подрабатывать. Ну, есть такой вариант, да, как репетитор можете работать, если вы уже в этой теме, да. И следующий вариант, может быть, вы подготовитесь еще лучше и пересдать можно. Есть жизнь после ЕГЭ.
Я здесь хотела бы привести цитату из известного фильма. Давайте. Родители поймут, есть ли жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Вот. Науке это неизвестно. Науке это неизвестно, но... Большое спасибо, Элина. Хорошо. Ну и мы продолжаем знакомство с нашим уже, наверное, последним структурным подразделением, где вы можете учиться. Смотрим ролик. Нет, конечно, мы погнали. Всем привет, меня зовут Настя, я студентка художественно-графического факультета. В составе факультета есть две кафедры. Кафедра изобразительного искусства и кафедра дизайна. Студенты обучаются по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. У нас классно. С нами работают действительно крутые преподаватели, которые помогут довести тебе работу до идеала. Факультет организовывает выезды на пленэры, а лучшие работы студентов попадают на выставки различных уровней. И, кстати говоря, о студентах. Наш факультет закончили Юрий Шевчук, Айрат Серегулов, Ренат Минибаев, Лейсан Рахматуллина и многие другие. Наши выпускники успешно трудоустраиваются и работают в сфере культуры, образования и искусства. Ну и, как я уже обещала, после того, как все наши гости, возможно, ответили на какие-то ваши вопросы, сдали вам свои подсказки, да, как себя вести, что делать, как помочь себе, я бы хотела ответить на те вопросы, которые вот часто мне задают, которые часто поступают к нам на почту, в социальных сетях, и уже пройтись по вашим тоже вопросам. Я бы хотела тоже для всех абитуриентов озвучить список документов, которые нужно будет принести, если будете поступать в 2021 году. Здесь, во-первых, конечно же, нужен будет паспорт, документ об образовании. Это может быть либо аттестат школьный, если вы учились в колледже, у вас будет диплом среднего профессионального образования. Кто поступает на второй высший, диплом о высшем образовании. Обязательно, как я уже сегодня говорила, СНИЛС. Это нововведение, не забудьте найти этот документ. А дальше все, что у вас касаемо льгот и каких-то... Это может быть договор о целевом обучении, это могут быть документы, подтверждающие ваше сиротство, что у вас есть какие-то ограничения по здоровью. Но обязательно, конечно же, нужно будет фотографии принести. И помним, что оригинал обязательно держите близко к себе, потому что именно по оригиналу будет зачисление. Второй вопрос, который часто задают, и сколько бы мы не пытались на него ответить, он все равно из года в год появляется. Можно ли поступить в университет по результатам базового экзамена по математике? Нет, в университет мы поступаем только по профильному уровню. Единственное, как я уже говорила, исключение, если просто в перечне экзаменов нет математики, либо на выбор стоит другой предмет. Тогда математика вам, может быть, и не нужна. Поэтому, если вы не выбрали математику, не расстраиваемся, смотрим документы в университете, приходим к нам, консультируемся, смотрим, что можно сделать в вашей ситуации. Также часто вопрос у тех, кто закончил школу несколько лет раньше, обычно такой вопрос, сколько действует ЕГЭ. У нас ЕГЭ в течение 4 лет действует с даты его выдачи. Вот на этот год у нас будут приниматься ЕГЭ 17, 18, 19 и 20 года. Поэтому, если у вас есть действующие ЕГЭ, они достаточно нужного уровня, то можно с ними поступать. И даже, как я уже говорила, автоматически они подгрузятся с федеральной базы. Дальше вопрос тоже часто возникает, нужно ли заверять у нотариуса свои копии документов. Нет, ничего не нужно. Просто обычные копии снимаете. Если вы подаете онлайн документы там, с телефона, с компьютера, можно даже фотографию будет прислать, потом донести оригиналы. Но единственный нюанс, что фотография должна быть качества хорошего, и на ней все должно быть читаемо. Иногда так бывает, что у вас с телефона читаемо, а когда вы присылаете нам на компьютере, качество гораздо ниже. Поэтому проверяйте перед отправкой. Дальше про медицинскую справку я тоже уже озвучила, что она нужна только на педпрофессии, но все равно вопрос такой возникает. И в колледж, когда поступаете, и в университет в наш, медсправка нужна только при поступлении на педагогические специальности. Поэтому, если вы, например, поступаете на экологию, там не нужна медсправка, на учителя начальных классов там будет нужна. Следующее. Можно ли подать заявление для поступления, если еще неизвестны результаты ЕГЭ, был вопрос. Здесь тоже, как я уже говорила, можно подать заявление до того, как вы узнали, какие у вас ЕГЭ. Из федеральной базы само подгрузится.
И единственное, здесь, конечно, вы не можете с опозданием узнать ваши результаты по ЕГЭ, но если они проходные, все будет хорошо. А следующий вопрос, который абитуриенты очень часто путают. Есть понятие проходные баллы и минимальные баллы. Вот смотрите, в чем разница. Минимальные баллы – это те баллы по каждому предмету, ниже которых мы не можем принять у вас документы. Ну, например, у нас русский язык стоит 40 баллов необходимо, а у вас, например, 39. Вот мы не можем ваши документы принять по этому предмету, потому что не прошли пороговые значения. А проходной балл – это немножко другая история. Во-первых, проходной балл формируется только по завершению приемной комиссии. Это когда все желающие подали свои документы, и мы смотрим сумму баллов последнего абитуриента. Ну, например, на специальности подали 20 человек, там самые максимальные баллы, если 3 предмета, допустим, 300, и абитуриент, у которого самый низкий балл, допустим, по сумме он набрал 120. Вот 120 и будет проходным баллом по этой специальности. Поэтому проходные баллы вы можете использовать, но только в целях того, чтобы посмотреть, насколько популярна специальность, каков там конкурс. Но вот проходные баллы не сильно вам помогут при поступлении в этом году. И тем более вот условия разные были в том году, сдача и экзаменов, и ЕГЭ немножко была в таких условиях стрессовых, поэтому лучше смотрите проходные баллы и старайтесь, минимальные баллы, и старайтесь сдать максимально высоко экзамены. А дальше очень часто вопрос, сколько баллов нужно набрать, чтобы точно попасть на бюджет. Но здесь ответ такой: максимально. Если будет у вас 100 баллов, конечно, вы точно пройдете на бюджет. Как я уже говорила, чем выше баллы, тем больше шансов. Если боитесь, что что-то вам не хватит, посмотрите перечень индивидуальных достижений, которые можно учитывать. Возможно, у вас что-то из этого есть, вы просто забыли про это. Возможно, где-то вы еще можете принять участие и где-то какой-то документ получить. Следующее. Очень популярный вопрос у абитуриентов, которые не из города Уфы: предоставляется ли иногородним студентам общежитие? Общежитие предоставляется всем иногородним студентам и даже тем, которые будут обучаться на коммерческой основе. У нас достаточно большие общежития. Все перваши обеспечиваются жильем. И даже обычно мы делаем, у нас такая есть практика, что даже когда приезжают абитуриенты в период поступления, то тоже можно будет заселиться в общежитие и проживать там, чтобы не ездить на экзамены и спокойно готовиться уже рядом с университетом. Так, вопрос от мальчиков часто поступает. Есть ли у нас отсрочка от службы в армии? Здесь скажу, да, есть. У нас университет прошел процедуру аккредитации. Буквально вот в январе мы получили новую аккредитацию, поэтому все специальности и направления у нас аккредитованные. Соответственно, отсрочка от армии предоставляется, поэтому здесь проблем нет. Следующий вопрос. Можно ли подать заявление одновременно на бюджетное и на коммерческое обучение? Как в этом случае производится зачисление? Здесь, да, действительно, можно будет подать документы. Обычно, конечно, когда все подаете вы документы, все хотите на бюджет, конечно, и поэтому первоначально все участвуете в конкурсе на бюджет. И как вы видели, мы зачисляем сначала на бюджет. И потом есть небольшой люфт по времени, когда можно будет дать свое согласие на участие в конкурсе на внебюджет. Поэтому не бойтесь, сначала подаем документы на бюджет, потом на внебюджет автоматически вы сможете участвовать. Единственное исключение: есть специальности, на которых нет бюджета. Например, в этом году на направлении дизайн бюджета нет, поэтому обратите на это внимание. Дальше. Начисляются ли дополнительные баллы за итоговое сочинение при приеме на обучение? Нет, не зачисляются, у нас не даются никакие баллы за сочинение. Также вот от мальчиков в тему вопроса, который до этого прозвучал: есть ли у нас военная кафедра? Нет, военной кафедры нет, только отсрочка от армии. Часто вопрос: чтобы поступить, нужно сдавать только ЕГЭ или внутренние экзамены тоже будут? Вот здесь вот тоже хочу пояснить, у многих абитуриентов есть такое мнение, что вот вы выбрали ЕГЭ и промахнулись, и какого-то ЕГЭ у вас нет. И вы думаете, что это можно сдать, прийти в университет и сдать внутри университета. Нет, так нельзя. Все школьники, которые завершили обучение, например, в этом году,
вы поступаете по ЕГЭ. Исключение только для иностранных граждан и исключение для лиц, которые приравниваются, имеют какие-то ограничения по здоровью, то есть у них есть статус подтверждения инвалидности. Все остальные сдают ЕГЭ и внутренние экзамены сдавать не имеют права. Также исключение, кто еще может сдавать у нас внутри университета экзамены. Это те, кто поступают на второе высшее. Они сдают внутренние экзамены. Те, кто поступают после колледжа в университет, тоже сдают у нас экзамены. В этом плюс, кстати, поступление в колледж. Кто боится ЕГЭ, такой вам лайфхак. Можно поступить к нам в колледж, потом уже поступите без ЕГЭ по результатам уже наших внутренних экзаменов к нам в университет. Вот это можете запомнить. Так, следующий вопрос. Существуют ли какие-либо льготы для абитуриентов с инвалидностью и сирот? Да, вот как я уже говорила тоже, что 10% от всех бюджетных мест мы выделяем в бакалавриате на вот эти категории граждан, у них отдельный конкурс, единственное, все нужно подтвердить документально, обратите на это внимание. А так возможность есть. Очень популярный вопрос в последнее время, вот существуют ли какие-либо льготы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. К сожалению, таких льгот нет. Есть льготы только для инвалидов, сирот в основном, и вот целевое обучение тоже как бы отдельный конкурс. Поэтому если есть какие-то вот обстоятельства сложные, рассмотрите вариант целевого обучения. Так, можно ли оплачивать обучение частями? Здесь ответ да, если вы поступаете на коммерческую основу, можно будет платить за год, можно будет платить за полгода, можно будет платить по четвертям. Так, и теперь те вопросы, которые прям поступают. Так. Первый вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что нужно сдавать на ЕГЭ на дошкольного логопеда, дефектолога? Могут ли измениться предметы на следующий год? Так, на следующий год предметы маловероятно, что изменится, если только не изменится порядок приема. А насчет экзаменов вступительных, сейчас, секундочку, подскажу. Так, если вы поступаете на направление специальное дефектологическое образование, там как раз-таки есть два профиля: логопедия и дошкольная дефектология. Нужно будет сдавать русский язык, математика профильная, и будет творческий экзамен, отборочный тур. Как я уже говорила, там экзамен состоит из проверки дикции. Если вам интересно, что будет на экзамене, уже сейчас можно зайти на сайт приемной комиссии и найти кнопочку «Абитуриенту», и там в самом низу странички можно будет найти по поиску программы вступительных испытаний. Они уже вывешены, там есть примерные задания, там есть описание, как будет проходить экзамен, и вы уже спокойно можете к этому готовиться. Так, следующий вопрос. Какие направления... А какие есть направления на специальность психологии и какие предметы надо сдавать? Так, по специальности психологии, все, что связано с психологией, сейчас скажу. Дальше вы уже сами решите, что вам наиболее интересно. Так, во-первых, есть именно направление, связано прям только с психологией. Это называется оно психология, профиль социальная психология. Единственное, она реализуется только в очно-заочной форме обучения и на коммерческой основе в этом году. Там 60 внебюджетных мест. Вступительные экзамены: русский язык, биология, и либо математика профильный уровень, либо обществознание. Также есть направление, связано с психологией, но квалификация будет педагог-психолог. Вам нужно будет найти психолого-педагогическое направление, и там есть интересные три профиля. Психология, социальная педагогика, психологическое консультирование и медиация в социальной сфере, психология в управлении и экономике. Вот три таких профиля связаны с психологией. У них экзамены: русский язык обязательно, биология обязательно, и на выбор либо обществознание, либо математика профильного уровня. Так, следующий вопрос.
Подскажите даты приема документов и согласие на очно-заочную форму обучения. Так, какая примерно цена за обучение на специальность графический дизайнер? Так, насчет приема документов по очно-заочной форме обучения. Если по квоте будете поступать на бюджет, нужно смотреть именно бюджетные сроки приема. Здесь у нас, если вы поступаете только на специальности, где нужны только ЕГЭ, без творческих и внутренних экзаменов, тогда срок завершения приема документов 25 июля. Если вы поступаете на специальности, где есть внутренний экзамен, это, например, связано с творчеством, да, где поем, танцуем, бегаем, либо вот, логопедов тоже готовим, то до 20 июля. Есть те, кто поступает после колледжа и на базе высшего, тоже до 20 июля. Если поступаете на коммерцию, то до 16 августа. Тут еще есть такой люфт по времени. Насчет стоимости. Стоимость будет утверждена по всем университетам до 1 июня. Если ориентироваться на прошлый год, то специальность дизайнера, она одна из самых таких интересных, востребованных, но и дорогих. На очной форме обучения стоимость варьируется до 250 тысяч в год. Если на очно-заочном, то это в районе 60. Но пока точно не скажем, это вот ориентир прошлого года. Так, дальше. Для иногородних научно-заочное предоставляется ли общежитие? Да, научно-заочное мы стараемся тоже всех студентов очно-заочной формы обучения заселять в общежитие, потому что у них так выстроен образовательный процесс, что все-таки они в университете достаточно часто появляются. Так, в колледж какие документы нужны и можно ли поступить после 11 на физическую культуру? Насчет документов, как я уже говорила, здесь тот же будет список примерно. Единственное, вы поступаете без результатов ЕГЭ, у вас будет конкурс по среднему баллу аттестата, поэтому вы уже примерно можете посчитать ожидаемый средний балл аттестата и уже ориентироваться на конкурсную ситуацию прошлого года. Насчет, так, 11 класс, физическая культура. Сейчас, секундочку. Так. Так, физическая культура у нас на базе 9 классов по бюджету. Поэтому думаю, что стоит подобрать другую специальность, не ориентироваться на это направление. Если на базе 11, то приглашаем к нам в университет. У нас есть 2 направления педагогических. Одно 4 года учитесь и получаете диплом по одной специальности, профиль будет физическая культура. И есть 5-летняя программа, это когда у вас будет 2 профиля: физическая культура и безопасность жизнедеятельности. Поэтому я думаю, что есть смысл именно сразу пойти в университет. Здесь будете сдавать 2 экзамена, это ЕГЭ, и 3-й экзамен – это физическая подготовка. Так, я хочу поступить в Институт физики и математики на педагогическое образование математика и информатика. Можете подсказать, где находится общежитие, какой минимум баллов для бюджета? Насчет общежития, у нас все общежития находятся практически все на улице Свердлова. Это достаточно недалеко, пешком студенты ходят, очень быстро и удобно. Насчет, какой минимум баллов для бюджета? Минимальные баллы, так, по этой специальности, сейчас, секундочку, я вам подскажу. Это 5-летняя программа, вы будете на бакалавриате, но 5 лет обучаться. Так, там из экзаменов русский язык, проходные баллы у нас 40, обществознание, проходной минимальный балл 44, математика профильного уровня, либо информатика. По математике у нас минимальный балл тоже 40, по информатике 42. Поэтому ориентируйтесь не ниже, ну лучше не ниже 45, чтобы иметь право участвовать в конкурсе на бюджет. Но, конечно, лучше повыше баллы получить, чтобы точно иметь гарантии бюджетного места. Так, здравствуйте, на кафедру межкультурной коммуникации и перевода, педагог иностранного языка. Какие предметы ЕГЭ нужны? Какой балл нужен для поступления на бюджет?
И сколько стоит платное обучение. Насчет стоимости, как я уже говорила, приказ будет у нас 1 июня вывешен, но для ориентира по педагогическим профессиям стоимость обучения варьируется от 130 тысяч в год. Это по очной форме обучения. Если очно-заочное, это где-то в районе 50-60, и на заочном это в пределах 35 тысяч. Экзамены на учителя иностранного языка будут следующие в этом году. Это тоже 5-летняя программа. У вас будет 2 профиля в обучении. Так, есть вариант изучения профилей английский, немецкий, либо английский, французский. Экзамены одинаковые. Но обязательно экзамен у нас русский язык. Иностранный язык обязательно будет. И на выбор либо обществознание, либо математика профильного уровня. Как я уже говорила, русский язык у нас минимальный балл 40, математика 40, обществознание 44, по иностранным языкам 40. Здесь я сразу могу сказать, что иностранные языки — это очень востребованное направление, где большая конкурсная ситуация и очень много абитуриентов, которые имеют очень высокий балл ЕГЭ. Поэтому, если хотите участвовать в конкурсе на бюджетные места, здесь нужно очень-очень постараться и набрать, ну, минимум, наверное, 70-80 баллов, чтобы у вас была хорошая позиция в рейтинге. Так. Следующий вопрос. На факультете психологии как личное достижение ГТО дает ли доп. Баллы? Да, у нас во всем университете ГТО учитывается, дает до 2 баллов, но здесь внимательно посмотрите по документам, золотой значок учитываем. Со следующего года уже будут, конечно, учитываться и другие там знаки, уровня знака ГТО. В этом году только золотой значок. Так, следующий вопрос. Так, психологический факультет не закрыл заочную форму обучения, магистратура после непсихологического бакалавриата. Так, я так полагаю, вопрос по магистратуре. Можно ли поступить на факультет психологии, если не заканчивал психологическую подготовку в бакалавриате? Да, можно. В принципе, можно с любым первым высшим пойти в магистратуру по психологии. Здесь нет ограничений. Главный критерий – сдать вступительные испытания. По магистратуре, по психологии на следующий год у нас 3 программы образовательные. Это профили будут организационная психология, клиническая психология и семейная психология. Реализуются они в очно-заочной форме. И только, к сожалению, на коммерческой основе по 30 мест в каждой группе. Поэтому обратите внимание, из вступительных экзаменов у них будет психология устно, психология письменно. Программы вступительных испытаний тоже уже можно найти на сайте университета. Во вкладку приемной комиссии нужно будет зайти, абитуриент вкладочка будет называться. После сегодняшнего дня открытых дверей будет красная кнопка, прям вот когда зайдете на сайт, увидите сразу, не промахнетесь. Дальше следующий вопрос. Так. Там еще был вопрос, закрыл заочную форму обучения. Да, по стандартам направление психологическое не реализуется в заочной форме обучения. Новые стандарты вышли, поэтому очно-заочная форма обучения. Так, следующий вопрос. Кафедра дошкольной педагогики и психологии. Тут приветствие, не вопрос. Так, здравствуйте, я хочу идти на учителя математики. На какое направление нужно сдавать документы и какие предметы? Так, если вы хотите быть учителем математики, нужно будет найти направление с шифром 440305. И профилем есть математика и информатика. Так, будет тоже 5-летняя программа, очная форма обучения, 25 бюджетных мест есть, вступительный экзамен на русский язык, обязательно обществознание, обязательно и на выбор либо математика профильного уровня, либо информатика. Проходные баллы тоже, как я уже говорила, русский 40, математика 40, обществознание 44 и информатика, информатика 42. Так, вопрос, есть ли у вас новые направления? В своей презентации я показывала 10 новых направлений. Здесь нужно знать, конечно, кем хотите быть. Если педагогом, то там 3 больших таких новых направления, связанных с изучением башкирского языка. Это
профили башкирский язык, начальное образование, то есть учитель начальных классов со знанием башкирского, и башкирский язык дошкольное образование, это воспитатель детского сада со знанием башкирского. То есть для работы вот в национальных образовательных организациях, где изучается язык так, на хорошем уровне. И есть также у нас 2 инженерных новых направления. Это вот в наноэлектронике, было в прикладной информатике, связано со здравоохранением. Там есть направление, которое готовит тренеров, референтов, аналитиков, документоведов. Можно будет еще раз посмотреть запись видео, она будет доступна. И там был слайд с 10 новыми направлениями. Так, сколько у вас стипендий и какие виды есть? Стипендий достаточно такой большой выбор. Здесь есть обычные академические стипендии. Когда вы поступаете на первый курс, на бюджет у вас автоматически у всех будет базовая стипендия. Я сейчас боюсь наврать, но она в районе 2000 где-то так. И как вот уже нам говорила Анастасия, что максимум такие вот различные виды поощрительных стипендий до 13 тысяч есть стипендии. Поэтому тут все зависит от активности студента, потому что есть повышенные государственные, есть социальные стипендии. Тут нужно смотреть, конечно, на какие условия есть, какие документы, на что вы можете претендовать. Я думаю, что когда поступите, вам здесь все подскажут и расскажут. Если будете активно участвовать в жизни факультета, института своего, то, конечно, вы сможете претендовать на вот эти повышенные стипендии. Единственное, там есть, по-моему, нюансы, там нужно по разным видам, там есть система баллов, я думаю, вам это все расскажут, покажут, когда вы к нам поступите, и вот уже Настя с вами будет встречаться и проводить вот лагерь движения. Так, вопрос, что означает 2 направления обучения? Это означает, что вы, наверное, все привыкли, что бакалавриат – это 4 года учебы. Есть исключения. Исключения есть у педагогов и у медиков. Ну, там еще есть пару военных специальностей, когда можно в бакалавриате учиться 5 лет. Точнее, получается, что вы за 5 лет получаете двухпрофильную подготовку. Это вот шифр, если вы хотите именно такую подготовку получить, нужно найти будет в табличках шифр 440305. Педагогическое образование с 2 профилями подготовки. Вот если вы на эту специальность поступите, вы сможете, это педагогическая специальность, вы будете учителем, и вы сможете преподавать 2 предмета. Вот, например, есть педобразование, математика, информатика, значит, вы будете учителем математики и информатики. Есть вот биология и химия, соответственно, вы учитель биологии и химии. Из интересного вот есть тоже музыкальное образование и дополнительное образование. Это означает, что вы будете, например, учителем музыки в школе и можете еще в центрах творчества, в каких-то кружках вести дополнительные занятия. Так, я поняла, на какой улице общежитие находится, просто интересно, под каким номером. Ну, физмат, по-моему, у нас живет в 4-м общежитии. Здесь есть логика, конечно, по факультетам обычно заселяют, но она может измениться из года в год. Не могу сейчас вам точно пообещать, что вы будете проживать в 4-м общежитии. Поэтому... Но могу сказать, что все общежития достаточно рядом друг с дружкой, с соседями будете, поэтому не переживайте, все будете жить рядом. Так, ну на этом у меня здесь вопросы закончились. Я думаю, что, в принципе, мы можем завершать наш день открытых дверей. Здесь я от себя бы хотела вам тоже дать такой небольшой совет. Я очень люблю показывать этот пример. Если вы не знаете, как выбрать профессию, есть такая формула успеха. Называется «хочу, могу, надо». Наверное, видели вот этот вот рисунок с кружками. Сначала вам нужно выписать, прям выпишите на листочек, что вы хотите, кем хотите быть. Например, учителем, психологом, экологом. Потом посмотрите, а можете ли вы быть. Вот, например, вы хотите быть космонавтом, а можете ли вы быть? У вас здоровье позволяет, вы выносливы, у вас, я не знаю, объем легких выдержит эту профессию. И тоже посмотрите, сразу вычеркните, что вам не подходит по каким-то признакам. Может быть, если вы хотите быть учителем, но не любите детей, ну, понятно, что здесь несовместимо. И, например, следующее смотрите, а нужно ли это? Что значит нужно? Это означает, вообще рынок труда такие вакансии предоставляет, эта профессия востребована. Вот, например, понятно, что если вы хотите быть космонавтом, то это в каждом городе нет таких вакансий. Вам нужно поехать, наверное, в Казахстан, на космодром, где-то там искать вакансии.
То есть это такие сложности. Вот когда вот это для себя табличку начертите, вы поймете, что вы хотите, что можете, и вообще надо, но не надо. Здесь можете помочь родителей и учителей с этой табличкой разобраться. Я думаю, можете в интернете тоже какие-то ролики на эту тему посмотреть. Она очень помогает разложить в голове все по полочкам. И, ну, и здесь, конечно, вас будет еще ограничивать такой нюанс, какие ЕГЭ вы выбрали, потому что выбор у вас уже сделан, до 1 февраля вы уже определились. Поэтому, исходя из того, что у вас есть, и исходя из того, что вы хотите, нужно будет построить сделать свой план действий. Здесь еще поступил такой вопрос, какие секции в данный момент есть в университете. Ну, как Настя уже сказала, 30 у нас различных студенческих объединений. У нас более 5, по-моему, коллективов занимается танцами. У нас есть коллектив мажореток, у нас есть студенческое СМИ. У нас есть волонтерское движение, есть патриотические клубы, вот, отряд «Долг», по-моему, называется. Есть у нас как студенты, которые занимаются в бизнес-инкубаторе, есть научное сообщество. Вот и у меня есть при моем управлении координаторы управления, они занимаются помощью вот в трудоустройстве, в профориентации. Поэтому здесь все направления, какие только вы себе можете придумать. И, как уже говорили, если вам что-то не нравится и вы не нашли то, что вам по душе, можете создать свое объединение и заниматься со студентами в том направлении, в каком вам нравится. Здесь мы никого не ограничиваем. Ну, я так полагаю, вопросы на этом уже закончились. Если у вас есть вопросы, которые мы не озвучили, которые, может быть, вы хотели задать в индивидуальном порядке, тогда можно нам позвонить на телефон. Это 287 99 99. В период приемной кампании этот телефон будет работать как горячая линия, он будет многоканальный. Поэтому не бойтесь звонить, спрашивать, приходите, узнавать. Лучше задать много-много вопросов сейчас на этапе предварительном, чем потом, когда вы уже будете в стрессе, в панике, у вас будет непонятная ситуация, вы просто запутаетесь, и у вас не сложится в голове такая цельная картинка, и вы будете паниковать, и сделаете ошибки глупые какие-нибудь, которые приведут к не очень хорошим результатам. Поэтому мой совет главный: не бойтесь, общайтесь с приемной комиссией, приходите к нам в гости, приходите к нам на дни открытых дверей. Я хотела бы, наверное, что такой анонс для учителей и родителей, возможно, будет больше полезно. У нас 21 апреля будет презентация магистерских программ, тоже в онлайн-формате. Можно будет посмотреть, запись тоже будет выложена. Мы вас приглашаем на все наши мероприятия. Ну и на этом мы завершаем нашу встречу. Всем большое спасибо, кто был с нами онлайн. Запись будет доступна до следующего дня открытых дверей, поэтому присоединяйтесь, смотрите, приходите. Акмолинский университет ждет вас. До свидания.